Сегодня не стало нашей коллеги, звезды хакасского телевидения, просто замечательного человека Людмилы Растащеновой. Из-за тяжелой болезни она совсем немного не дожила до своего 68-го дня рождения. В памяти тысяч зрителей она навсегда останется как душевный и честный журналист. И хотя из журналистики она ушла 13 лет назад, телевидение осталось главным делом ее жизни. Возрастом понимаешь, что мы нужны себе больше, чем кому-либо, и потому счастье наше зависит прежде всего от нас самих. Но в чем оно? Каждый ищет свой ответ. Одних работа на телевидении манит тем, что тебя покажут по телевизору. Другие же ценят открытия, которые дает профессия. Никогда не знаешь, где будешь завтра и какие интересные встречи готовит новый день. Людмила Растащенова и команда программы «Путь к себе» исколесили всю Хакасию и юг Красноярского края в поисках героев и явлений, в которых отражается такая непростая судьба народа. И люди перед ней открывались, доверяли воспоминания, впускали в свою жизнь. Потому что чувствовали перед ними искренний и добрый человек. Тогда даже обычная поездка в деревню дает материал для целой программы, в героине которой могут узнать себя многие мамы и бабушки. Наконец-то Нина Максимовна поинтересовалась нашими именами. И то обстоятельство, что меня зовут так же, как одну из ее дочерей, сделало нас совсем родными. Потому, когда, осмотрительно отказавшись от второй рюмки горилки, я призналась, что так и не могу согреться, она, как и положено в этой ситуации, в деревне, в холода, заставила меня залезть на печь. Потому что сёгоды, любимое ее слово, такие ветра, что и заболеть недолго. То, как Людмила Васильевна могла исследовать тему и как проживала ее в кадре, удивительно. Ведь до прихода в журналистику в 1988 году она работала совсем в другой сфере. Но сразу поняла, что телевидение – ее жизнь. Еще не разобралась, но кажется откровенной. Уже через несколько месяцев ей доверили производство целой программы. Но везет тому, кто везет. Людмила Васильевна так любила свою профессию, что готова была работать 25 часов в сутки. И даже если у редакции не было возможности выделить транспорт, она и ее единственный и любимый оператор Владимир Якутович либо заводили свою машину, либо с кем-то договаривались и ехали на съемку. И неважно, мировая ли это величина или простой деревенский житель, к каждому своему герою она относилась с равным уважением и вниманием. Вот что она вспоминает о своей работе в программе, посвященной юбилею ГТРК «Хакасия». То, чем тогда студия наша жила, отличается от сегодняшнего дня тем проникновением, которое было возможно в то время. Деятельная натура не позволила ей стать обычной пенсионеркой после ухода с телевидения в 2006 году. Людмила Растащенова возглавляла профсоюз работников культуры, а также работала в штабе Общероссийского народного фронта. 6 июля руководитель организации вручила ей грамоту президента. Это было последнее публичное появление Людмилы Васильевны. Помогать людям – в этом она видела свою задачу в роли общественника. Но каждый раз, оказываясь в родных стенах ГТРК, не могла сдержать эмоций. Телевидение осталось ее главной любовью и судьбой.